Вот на этой прялке готовили пряжу, готовили нить шерстяную. Вот этим прибором, кольки, маслобойка, тоже молочные продукты обрабатывали. Этой старинной прялкой и маслобойкой, рассказывает Зейнаб Зарахова, долгое время пользовались несколько поколений одной семьи. Предметы домашнего обихода появились в музее Дома народного творчества недавно. Предоставил материалы и принес в музей Беал Хайров. Это удивительный человек, это этнолог, ученый. И принес он изделия из дерева, которыми пользовались в его семье в селении Датых. Большое внимание привлекает старинная прялка. Она когда-то принадлежала Пятимат Хатиевой, затем перешла к ее дочери Марьям. В те далекие времена прялка была одной из главных помощниц в доме. Вот эти вот прялки уже, они были позже приобретены, они завезены из Европы, мы получали из Руси. Еще с 16-17 веков эти прялки стали поступать. Прялка нам нужна была, чтобы и шерстяная нить была все время в доме, чтобы вязать могли, и ковры делать. У нас ведь были не только войлочные ковры, у нас были и ворсовые ковры. И поэтому все время работа на этой прялке шла и шла постоянно. Экспонаты переданы от Беяли Хайрова, сотрудника НИИ Ахриева, одни из первых пополнивших этнографический музей. Открылся он несколько месяцев назад на базе Дома народного творчества. Детские игры наших предков переданы этнографом Султаном Мережковым, картина народного артиста Ингушетии и мастера по чеканке Алихана Имагожева, башенные комплексы в миниатюре. Пока экспонатов здесь немного, но у каждого своя богатая история. Это вот из дерева выдолбленное такое объемное изделие, в котором хранились сыпучие продукты. А вот посмотрите, зернотерка. Это вообще удивительная работа, которая не один десяток лет уже. И вот эти зернотерки, они в самые тяжелые годы помогали, спасали народ. Музейную экспозицию украшает и старинный ковер «Истинг». На его создание у Зейнаб Зараховой ушло несколько месяцев. Изображение орнамента в работе – одна из главных частей. В древности мастер, создававший его, вкладывал в рисунок определенный смысл, поэтому такие ковры были украшением дома. Узнать, какое послание спрятали наши предки в изделиях ручной работы спустя годы, очень увлекательно, делится этнограф. Чаще всего вся информация основная, она содержится внутри ковровой экспозиции. А вот то, что идет по кругу орнамент, это скорее была защита и оберег от той информации, которая заложена вовнутрь. Но сказать точно, вот прочитать, вот он ковер, и все читать, это можно предполагать сегодня. Также вот, когда мы видим, разлетается во все четыре стороны, как у нас говорили, то есть ногами ты должен врасти в землю, глаза пусть обозревает весь мир. Но и в то же время, что именно хотел сказать мастер, остается немного тайной для нас. Свои умения Зейнаб Зарахова передает ученицам. Кружок войлочного ковроделия на базе Дома народного творчества функционирует 5-й год. Создание истинга – процесс долгий и кропотливый. Благодаря усилиям мастерицы технология войлочного ковроделия будет представлена в золотой антологии народной культуры. В ней будут собраны 100 объектов нематериального культурного наследия народов России. Очень скоро эта антология выходит уже, а мы в конце прошлого года получили сертификат, свидетельство о том, что в проект народной культуры включена технология ингушского ковроделия. И мы расписали все очень так вот аккуратно, четко, чтобы не было так вот ухода от национальной технологии, и чтобы она сохранилась и в антологии, и в сознании, и в памяти потомков. Каждый экспонат – уникальная возможность узнать больше о жизни ингушей того периода. Поэтому сотрудники Дома народного творчества призывают всех желающих приносить в музей старинные вещи, оставшиеся от наших предков. На все переданные материалы также будет составлена характеристика. Дана Плиева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.